Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Партнерский жест. Все, что необходимо от нас, будет сделано. Министерство туризма Чеченской Республики получило новый автотранспорт. На страже безопасности. Сотрудники обладают не только профессиональными знаниями и умениями, но и исключительной выдержкой и мужеством. В Грозном отпраздновали 88-летие со дня образования Государственной госавтоинспекции России. Как отметили большую дату региональные сотрудники, смотрите в нашем выпуске. В Яблочко. Спортсмен не просто целится, он сливается с луком, мишенью, и они становятся частью единого целого. Расскажем, как готовятся лучники к предстоящему фестивалю «Биноевская весна». От компании «Агат» в распоряжение Министерства туризма Чеченской Республики поступили современные и комфортабельные автомобили. Это стало началом двухстороннего сотрудничества и эффективного взаимодействия. Как прошла церемония передачи транспорта, расскажет Ада Магомедов. Представители компании «Агат» сделали шаг к укреплению сотрудничества с Чеченской Республикой, представив модельный ряд автомобилей «Хавал», «Вэй» и «Танк». Данные бренды станут основной транспортной поддержкой Кавказского инвестиционного форума. Глава региона осмотрел машины, которые обладают множеством преимуществ. Это удобство, технологичность и современность. С приездом. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Так, видишь, уже готовы, дом? Да, у нас компания «Хаваль» и «Танк» получает. То есть эти два бренда – это главный транспортный партнер КИФа. Они предоставляют 40 автомобилей, которые будут обслуживать наших делегатов. Соответственно, это 20 автомобилей модели «Танк 500» и 20 автомобилей модели «Дарго». У нас в Веденском районе есть как раз населенный пункт с названием «Дарго». Мы подобрали такую модель, которая как раз таки и называется. Все эти автомобили, насколько я понимаю, они еще не представлены на рынке, то есть большинство из них, они только в сентябре будут. У меня есть танк на машине. 500, 700. 700, да? Да, здесь показаны машины, которые у нас до конца года выйдут, а уже на форуме мы представим машины, те, которые уже сегодня в продаже. Здесь представлены сегодня еще есть представители компании «Агат». Это как раз таки через них, получается, мы автомобили на КИФ предоставляем. И как раз пока ребята еще в городе, мы хотим показать им некоторую инфраструктуру и попробовать договориться о дилерстве на Грозном. Потому что у нас на самом деле... Вот эта бронированная машина сделана на базе танка 500, уже поставлена на снабжение. Автомат, СВД. Договорились, да, на подставку? Уже ФСО, и на новых территориях машины уже есть. Есть, да? Уже есть, да. Ездит, обслуживается. А кто делал? Компания «Арма». Они делали раньше на базе Toyota, сейчас полностью переключились на нашу продукцию. И у нее было госиспытание по безопасности, пошли в марте, и после этого ее приняли на снабжение. Ход не изменился? Нет. Здесь поменяли подвеску, поменяли те детали, которые нужны для того, чтобы выдержать эту массу. Рамзан Кадыров лично протестировал одну из машин. Хорошая машина. У нее увеличена мощность мотора под эту версию 350 лошадиных сил и 500 ньютон-метров в крутящий момент. То есть она силовой агрегат полностью держит. Надо эту массу. Тащит хорошо. На этом тест сказали сделать. Вот это новая машина, V5+. это танк 700 и новая модель. Это пока
предсерийная машина, как бы это будет. Компания решила поддержать развитие туризма в регионе, вручив 3 автомобиля модельного ряда «Хавал Дарго» в подарок. Совместно с компанией «Агат» для развития туризма в Чеченской Республике предоставлены 3 автомобиля. Мы надеемся, что оно поможет развитию и наш вклад в развитие туризма в Чеченской Республике, что мы очень хотим делать и развивать здесь. Представители компании «Агат» выразили заинтересованность в постоянном сотрудничестве с Чеченской Республикой, и подобные шаги могут стать положительным сигналом для развития крепких взаимоотношений между сторонами. Мы как раз и приехали, да, чтобы посмотреть, как бы рассказать о своей продукции. Надеемся, что будет востребовано, и как бы хотим налаживать как бы экономические связи и как бы дать полноценный сервис жителям республики, чтобы у них была возможность покупать, обслуживать автомобили, как бы так, как везде в России сделано. Ну, все, мы будем взаимодействовать, поддерживать все, что необходимо от нас, будем делать. Спасибо большое. Спасибо, что заехали. Спасибо за подарок туристическому направлению дома. Приглашаем гостей, вместе съездим в город дома. Спасибо большое. Сотрудничество может принести свои плоды для обеих сторон. Для компании это прибыль, а для региона плюс в экономику. Жителям субъекта новый модельный ряд дает больше выбор среди автомобилей. Адам Магомедов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов представил сотрудникам Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики нового секретаря в лице Хамзата Кадырова. Ранее занимавший эту должность Турпал-Али Ибрагимов возглавит Шалинский район. Коллектив еще так задач поставлены. كرت على شوبات شستديك كندول ديقرش ونيت حيو عجات سخوتوش وخلقنا مخكنا قايقة دوخشدون دال تاعي بيت كيويلة دال أتوبول شمسوهم تاع. На протяжении многих лет работы на различных должностях Хамзат Кадыров продемонстрировал выдающиеся показатели эффективности. Его опыт и стремление к совершенству дают уверенность в том, что он продолжит демонстрировать высокие стандарты профессионализма и не подведет доверие со стороны главы региона. Министерство логичи мы декларуешь, что дикаш хочешь, а на удар молани, собирать, что дикаш дикаш декларую, из-за хуна ахиш бобан декларуешь, что ну бракован удар, мы сана хадал табиет квиршила. В Шали официально представили главу Шалинского района Турпал-Али Ибрагимова. Новый руководитель отметил, что приложит все усилия для процветания и благосостояния возложенного на него муниципалитета. Подробнее Турпал-Али Тайсумов. Турпал-Али Ибрагимов, ранее занимавший пост секретаря Совета безопасности субъекта, вновь назначен на должность главы Шалинского района. Администрации муниципалитета его представили руководитель администрации главы и правительства Галас Таймасханов и первый зампредседателя правительства субъекта, министр автомобильных дорог региона Исат Умхаджиев. Оба чиновника отметили заслуги Ибрагимова на всех его предыдущих постах, на которых он достойно и с профессионализмом выполнял возложенные на него обязанности. كل ويزوي كل ببيش بلشبو عنو ويريدني خل شو ما رئيس أسباب دوكومنتش بنا مينستر بنا صوبي زح بنا أدمنستراتيا بنا يقو بتول شو هنسقي كلهم شو دوش هو شلنسكي ريونو تحج خينا يقي وسبيخ شورش بيش بولبر يبول قيمة سابقش تشيكا بقش نيس بيش قستنا وشيل ريون عيش بالباغر وش عيسى يوصى سلام باتش سباتش نتيل هور يرت هور توق معها هور بهدوق كوبيح دولم خاخوش اتناخ بول بيش ناخ قيتا بيش اتناخ ديقش كاعش بول بتيدي لنهر حواهد شو هر هوق علار وروال تخوت يشتو ويباتش إلا بالله تيشور سوتون هر ديقة تيدي لنهر هوق حواهد شو أخشو كالكتيف وغنموسو основной юртдай берш администрация болнаха оқ дер дол халон хушду
أخشلار وردو الخيط سونا دالتي بيت كيول إيسا وين مسانا ويشو شيل ريكونستركسيون شين هار شيل غور تاي شين بقي قيمش بيش إيسا هوق نور كوديت الخلا وإسقي مساني شيلارو شين ديلنا كوشش حقناو دام يعني قطع شين إيه كنيو زداتش إيسا ديكلاريش قيمش كحصولش دال بيت كيول ها إيسا Турпал Али Ибрагимов поблагодарил руководство региона за оказанное доверие, выразив уверенность в том, что сделает все, чтобы район развивался в социально-экономическом направлении во благо жителей. Пожелав успехов во всех начинаниях, члены правительства покинули зал, а глава администрации провел свое первое совещание с сотрудниками. Решение новых задач и актуальных направлений – это то, что обозначил Турпал Али Ибрагимов в ходе первой встречи после своего назначения. И судя по результатам прошлых лет, кадровые изменения, вносимые руководством субъекта, должны себя полностью оправдать. Турпал Али Тайсумов, Имол Сархаджиев, Вести, Чеченская Республика. В системе Министерства внутренних дел России празднуют День образования госавтоинспекции. Региональное подразделение показывает образцовую и добросовестную службу. Сотрудники 24 часа в сутки поддерживают порядок на дорогах и обеспечивают безопасность автоводителям и пешеходам. На профессиональном празднике инспекторов побывал Рамзан Абуев. Ему слово. 24 часа в сутки на страже безопасности. В непроглядную метель и летний зной инспекторы региональной госавтоинспекции всегда на посту. Один из них – Андарбек Абубакаров. Он делится, что еще с детства мечтал носить форму и быть полезным обществу. 19 года региональный фонд уешук шайдик лахта дяшосук массу условий даха машину валбичани баэту массу условий уж сонде вадам лахидата ахвегуду хохнета ахматила Аллаху акбар. Начиная торжественное мероприятие, посвященное 88-летию со дня образования Государственной автоинспекции России, начальник регионального управления Идрис Черхигов поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение служебных обязанностей. И истока возрождения Чеченской госавтоинспекции после разрушительных войн кампании стоял первый президент республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. В то время было разрушено буквально все сферы жизнедеятельности населения. Управление прошло нелегкий путь становления. Но благодаря самоотверженности и колоссальному труду Ахмата Хаджи началась новая страница в истории деятельности Госавтоинспекции Чеченской Республики. Огромный вклад в развитие ведомства носит глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Под его чутким рукоконтролем сотрудники Госавтоинспекции достойно выполняют задачи обеспечения безопасности дорожного движения. Хочу поблагодарить Рамзана Ахматовича за регулярную и всестороннюю помощь, которую он нам оказывает. Также отдельную благодарность хотел бы выразить президенту регионального общественного фонда имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова, уважаемой Аймане Сине Кадыровой, за помощь, оказываемую семьям погибших сотрудников, а также сотрудникам, ставшим инвалидами на службе. Особо отмечу, что за счет средств фонда обновляется парк специальных автомобилей Госавтоинспекции. Модернизируется техническое оснащение, что позволяет успешно решить повседневные служебные задачи. Приветственный адрес от Рамзана Кадырова зачитал руководитель администрации главы правительства Галас Таймасханов, в котором политик отметил, что благодаря высокому профессионализму блюстителей дорожного порядка ситуация на региональных дорогах стабильно благополучная. 3 июля 2024 года исполняется 88 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Я с большим удовольствием поздравляю с этим знаменательным днем начальника Госавтоинспекции Идриса Черхигова, весь личный состав и ветеранов. В Чеченской Республике ее становление пришлось на самое тяжелое для нашего народа время. С первых дней она стала верным соратником первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, в борьбе со своими видами преступных проявлений. Сотрудники ГИБДД первыми прибывают на место происшествия и задерживают преступников, как говорится, по горячим следам. Я еще раз поздравляю с профессиональным праздником.
Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в вашем трудном, но очень почетном деле служения нашему великому Отечеству России. Дал ты айбелский юэль, дал дел дуэла, дал алштуэль, дал эту. Вице-премьер по силовому блоку Абузейд Висмурадов также поздравил инспекторов с их профессиональным днем. Указом руководителя субъекта за образцовое выполнение служебного долга по обеспечению безопасности дорожного движения, поддержанию законности и правопорядка медалью за заслуги перед Чеченской Республикой наградили командира полка дорожно-патрульной службы Расула Такуева. Медали защитнику Чеченской Республики вручили заместителю начальника управления госавтоинспекции Хавашбаудину Янгулбаеву и заместителю руководителя отдела дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами управления госавтоинспекции Байсангуру Эльдарханову. Также ряд сотрудников отметили благодарственными письмами и почетными грамотами главы региона и от федерального ведомственного органа. Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Дени Айдамиров отметил, что благодаря профессионализму госавтоинспекторов удалось предотвратить множество ДТП и спасти немало жизней. Уважаемые руководители и сотрудники госавтоинспекции, от имени всего личного состава МВД по Чеченской Республике и от себя лично поздравляю вас с Днем образования госавтоинспекции в системе МВД России. Ваша служба является одной из важнейших систем МВД и знакома каждому жителю нашей республики, и водителям, и пассажирам, пешеходам. Днем и ночью при любых погодных условиях вы успешно выполняете возложенные ответственные задачи по укреплению законности на дорогах, предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья граждан. Учитывая важность и объективность службы по обеспечению безопасности дорожного движения, ваше подразделение пользуется особым вниманием поддержкой главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. От всего личного состава МВД и от себя лично выражаю глубокую благодарность президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Абдулхамидовича Кадырова, Эмани Несиина. Кадырова оказываем материальную помощь для обеспечения служебной деятельности госавтоинспекции. Этот праздничный день желаю вам здоровья, выдержки, дальнейших профессиональных успехов служения во благо России. Далде Алдуэльшу, Далят Убол Ахмад, Сила Аллаху Акбар. С начала года зарегистрировано 50 ДТП, в которых ранения различной степени получили 60 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 9. Для предотвращения аварийных происшествий проводится огромная профилактическая работа с участниками дорожного движения. На самих дорогах установлены предупреждающие знаки, в их числе 230 светоотражающих элементов. Современная госавтоинспекция – это технически высокооснащенная полицейская служба, работающая в сложных условиях. Ее сотрудники обладают не только профессиональными знаниями и умениями, но и исключительной выдержкой и мужеством. Автопарк оснащен современными автомобилями, и все это благодаря всесторонней поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и главы республики. Эффективно выполняя служебные обязанности, мотополк выглядит все зрелищно, ну и главное, догнать нарушителя могут в 2 счета. Значимую поддержку в работе оказывает Центр автоматизированной фиксации правонарушений в области дорожного движения. Большая работа проводится и в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Одним словом, все для безопасности. Рамзан Абуев, Магомед Тутаков, Ахмед Хизриев, Магомед Басаев. Вести, Чеченская Республика. В зоне проведения специальной военной операции из столичного аэропорта отправилась новая многонациональная группа добровольцев со всей России. Они прошли 2-недельный курс военной подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Обучал их опытный инструкторский состав. Среди парней есть как новобранцы, так и те, кто не в первый раз направляется на передовую. Всем необходимым бойцов обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводили добровольцев представители республиканской власти. Уже завтра стартует самое яркое событие нашего региона – фестиваль «Бинойская весна».
Мероприятие, наполненное национальным колоритом, привлекает с каждым годом все больше гостей. На нескольких площадках развернутся спортивные баталии, конкурсы танцев, выставки народного хозяйства. К этому событию все его участники готовятся основательно. Местные лучники уже оттачивают свои навыки, чтобы в самый важный момент не дрогнула рука. Как проходит подготовка, расскажет Медина Мударова. Прямо в яблочко. Спокойствие и ровное дыхание. Соблюдая эти правила, есть шанс попасть в цель. Если раньше лучниками были преимущественно мужчины, то сейчас все больше девушек присоединяются к этому спорту. Стрельбой из лука Малика Мударова занимается уже 3,5 года. За это время она не только освоила базовые техники, но и добилась значительных успехов. К Биноевской весне девушка готовится уже 3-й раз. Я уверена, что в этот раз я в Биное буду лучше, чем в прошлый раз, потому что подготовка была более колоссальной, чем раньше. Изменения кардинальные. Раньше лук было держать сложнее, чем сейчас его натягивать. Сейчас я делаю это намного лучше и намного проще, чем раньше. На носу события, которое ребята ждали целый год. В группе более 30 человек. Занятия проходят 3 раза в неделю. Подготовкой занимается опытный тренер Зулихан Алдамова. В этой сфере девушка с 2015 года. Не раз она занимала призовые места в различных конкурсах, в том числе и Биноевской весне. Теперь передает опыт своим ученикам. Она не только обучает технике, но и вдохновляет своих подопечных на победу. Во время тренировочного процесса мы будем друг другу помогать, поддерживать, чтобы они могли преодолеть мандраж. Например, сегодня спортсмен укладывается на все 100%, да, здесь, а возможно на соревнования он может выступить иначе. Поэтому, чтобы преодолеть этот мандраж, мы будем сегодня проводить такую интересную иную тренировку. Внимательно слушая наставника, ученики с блеском демонстрируют технику. Огромное значение имеет и поддержка одногруппников. Каждый выстрел – это результат сбалансированной работы мышц, внимания к деталям и абсолютного спокойствия. Спортсмен не просто целится, он сливается с луком, мишенью, и они становятся частью единого целого. К участию в Биноевской весне с каждой команды отбирается по 4 человека. Один из них – Абдулмалик Дандиев. Ходит на занятия уже год. К своим первым соревнованиям готовится усердно и с каждой тренировкой чувствует, как его мастерство растет. Когда я сюда пришел первый раз, поначалу было сложно. Я не мог попасть в мишень и натягивать ТТО. Потом я привык и начал делать результат. У нас сильная команда, и мы хорошо готовимся. Я уже готов, планируем занять призовые места. Турнир пройдет 3 июля. Биноевская весна ежегодно собирает огромное количество как любителей, так и профессионалов в различных видах спорта. Масштабное событие будет включать в себя самые разнообразные культурные события. Подготовку курирует первый заместитель руководителя администрации главы и правительства по взаимодействию с социальным блоком Хадижа Кадырова. Она регулярно проводит выездные инспекции, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне. Медина Мударова, Сайдали Ампукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сюжет ведущей радио ГТРК «Войнах» стал победителем в республиканском конкурсе «История Биноя», посвященному освещению ежегодного фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Победившая в номинации радио Зарета Ларсанова подготовила материал «Дни Биноя». Отмечу, что данная работа транслировалась в эфире радио «Культура» ВГТРК. Награждение состоялось от имени помощника главы субъекта, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации в стенах учреждения. Отрадно, что наше министерство часто проводит такого рода мероприятия. Это мотивирует работать нас еще лучше, делать наши программы насыщеннее. Сегодняшняя победа, она тоже придала мне прилив сил, энергии, чтобы работать еще лучше. Хочу выразить благодарность нашему министру за то, что уделяет нам такое внимание и, как я сказала ранее, регулярно проводит такого рода конкурсы. На базе Грозненского государственного нефтяного технического университета прошел очный этап на туристический кейс-чемпионат по тропам Кавказа. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Кавказ». Представители туристических профессий и обучающиеся в данном направлении в образовательных учреждениях со всех регионов СКФО в рамках конкурса решают кейсы по развитию горнолыжного курорта «Ведучи». По итогам будет выбрано лучшее предложение.
Мы хотим сделать упор именно на национальные аспекты Чечни, чтобы совместить в своем проекте современные тенденции, а также особенности архитектуры, особенности культуры, потому что сейчас очень сильно популярен и гастротуризм, и культурный туризм, и семейный туризм. Мы хотим, чтобы все эти аспекты были учтены в нашем проекте, для того, чтобы курорт Ведучи был максимально интересен и всем возрастным группам, и большому количеству людей, то есть начиная от детей и заканчивая взрослой аудиторией. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.